Выборы президента Кыргызстана 2021 проходили досрочно из-за отставки предыдущего президента Сооронбая Жээнбекова. Более 3 миллионов кыргызстанцев имели возможность проголосовать на президентских выборах, которые сдали биометрические данные. Некоторые кандидаты не признают результаты выборов, в том числе и Адахан Мадумаров, который занял второе место, набрав менее 7% голосов. На досрочных выборах президента Кыргызстана по предварительным результатам голосования победил Садыр Джапаров с 83,69% голосов. В этом году, по словам экспертов, приняло наименьшее количество людей в выборах, так как у многих отсутствовала форма 2, которая позволяет участвовать в голосовании не по месту жительства. На этих выборах была рекордно низкая явка, что показывает, что без формы 2, без подвоза, без подкупа голосов, в принципе, у нас народ индифферентен к выборам, что только 30%, больше 30% от избирателей решили пойти и проголосовать. Также в этот раз выборы в президенты прошли чисто, без никаких подкупов голосов. По словам экспертов, было очевидно, что Садыр Джапаров станет президентом еще до начала выборов, так как народ изначально был за него. Эти выборы, наоборот, отличились тем, что на избирательные участки пришли более 30% избирателей. Это стало еще... Такое низкое участие избирателей, это стало еще причиной того, что на этих выборах не использовалась форма 2. Также, как говорит общественный деятель Нурланбек Шакиев, из-за того, что не было формы 2, не было бекотни с голосованиями не по месту жительства. Эти выборы показали, что выборы могут проходить честно. Народ избрал президента и сейчас празднует такое вот событие. Эти выборы показали и доказали, что выборы могут пройти правильно и чисто. Так люди станут привыкать к таким выборам, и голосования будут проходить честно. Напомним, что одновременно с выборами в президента Кыргызстана также был проведен референдум по форме правления. В день выборов всего работало 2474 избирательных участка, 48 из которых за рубежом. Айжан Аманова, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.